Недавно я записал видео, связанное с интервью экс-депутата Народного собрания Абхазии. И в этом интервью Гуня дает четко понять, то есть он даже говорит об этом, что Абхазия сегодня живет по указке Российской Федерации. И что я там сказал, я добавил только от себя, что абхазы, жители Абхазии, вы обязаны прислушаться к этому человеку, так как он говорит факты, которые сегодня существуют на территории Абхазии. И что происходит дальше? Некий телеграм-канал Совмин, якобы связанный с Абхазией, опубликовывает по этому поводу статью, где говорит обо мне. Это вы можете вот здесь сейчас все прочитать, а я продолжу дальше. Начнем с того, что данный канал постоянно распространяет антиабхазскую дезинформацию. Его главная задача – оправдать уничтожительные меры со стороны России по отношению к абхазам. И к Абхазии, конечно же. Более того, внушить, что подчинение – это нормально сегодня для Абхазии. Интерес российской пропаганды хорошо отображается в данной статье. Мы понимаем отсюда, что для них не важна ни логика, ни факты, ни какие-либо аргументы. И сама правда для них тоже не важна. Чтобы вы понимали, у них сегодня есть только два лагеря. Пророссийский и антироссийский. И все, что не совпадает с кремлевской пропагандой, автоматически становится плохим. И не важно, кто это и где сказал, на какой стороне Ингури. И это вполне нормально. Потому что если сегодня действительно вникнуть в то, что я говорю, придется писать антироссийские посты всей Абхазии. Более того, судя по содержанию данного канала, его администраторы в Абхазии не живут и, скорее всего, вообще там никогда не были. Эти пророссийские тексты, скорее всего, пишут из России люди, которые не имеют представления о реальном настроении. Я здесь не исключение. Они критикуют любого, кто открыто говорит и называет вещи своими именами. Поэтому вывод можете сделать сами.